Приветствую, друзья! Топ-новостью сегодня стал массированный ракетный обстрел со стороны Российской Федерации критической инфраструктуры Зеленского и натовских стран в Украине. По заявлениям с российской стороны уже четко понятно, что это было возмездие за теракт на Крымском мосту. И тем не менее, несмотря на сотню ракет, мы видим, что с украинской стороны подтвердили только 10 человек погибших. И то обстоятельства их гибели вызывают больше вопросов, нежели ответов. Если посмотреть на фотографии места обстрелов, то можно сделать примерно вывод, что взрыв был равен примерно 20-40-50 килограммов тротилового эквивалента, потому что относительно взрывы были маломощные. Также стоит отметить, что били исключительно по энергетической инфраструктуре. И в основном именно эти объекты пострадали. И в принципе, если брать военную целесообразность, то нету никакого военного резона, например, стрелять по там центру дороги или там возле моста где-то ударить, который пешеходный, который никакого стратегического значения не имеет. Этих видео масса и у меня в телеграм-канале, и в других телеграм-каналах. Поэтому здесь вот стоит отметить, что скорее всего здесь речь идет о том, что очень много было зенитных ракет ПВО запущено. И понятное дело, у Зеленского эти ракеты, они старые, это в основном система Бук М1 еще советского производства. И когда эти ракеты просто теряют цель, по которой они были запущены, то тогда все эти ракеты падают, естественно, по жилым кварталам Киева. Поэтому, если анализировать причины гибели гражданских лиц, то здесь мы можем уже четко отметить, что это, скорее всего, на процентов 90-95 была именно система ПВО Зеленского, которая просто не смогла перехватить российские ракеты, и ракеты системы ПВО просто начали падать на города Киев, Днепропетровск и так далее. Стоит отметить, что такая ситуация, когда ракеты ПВО, которые запускает Зеленский, они бьют по гражданской инфраструктуре, по жилым домам и так далее, она не впервые уже происходит, потому что вот по этому дому в начале еще боевых действий, как мы помним, попала именно ракета с комплекса ПВО Бук М1. И получается, ПВО Зеленского тогда четко вот отработали этой ракетой по дому, потому что когда они выпустили ее по какой-то ей основной мишени, естественно, основную мишень ракета сбить не смогла и навелась на дом, получив вот такие вот последствия. Для киевлян, конечно, не секрет, что средства ПВО расставляют периодически прямо в жилой застройке, и здесь нечему удивляться, потому что это норма для Зеленского и для прочих натовских стран, когда они ведут боевые действия в колониях. И здесь вот стоит отметить, что даже сегодня было зафиксировано, как из жилой застройки Киева работали системы ПВО Зеленского. Но тем временем мы уже можем примерно проанализировать масштабы последствий вот этого ракетного удара, потому что мы уже видим, что веерные отключения в Украине, они будут однозначно, причем не только, как было раньше, то есть каких-то сел, там, поселков и некоторых промзон. А мы видим, что уже и Киев, и Львов, и Харьков, и много других городов будут тупо отключать от света, кого там на час, кого на полдня, кого на сутки. И здесь стоит отметить, что это только начало. Потому что мы видим, что первоначально ударили, когда по критической инфраструктуре Харькова, то тогда перенаправили электроэнергию с других мощностей в том направлении. А сейчас мы видим, что в направлении крупных городов нужно будет переправлять очень большие объемы электроэнергии. И по факту, с учетом того, что очень много электростанций сегодня были поражены, то это физически будет сделать просто невозможно. Особенно с учетом того, что наступают холода и нагрузка на электросети, она увеличивается. Больше всего истерили во Львове, потому что они-то не думали, что ракеты аж до них долетят, и они будут сидеть без света, без воды и так далее. Но тем не менее мы видим, что сегодня практически весь Львов сидел без света и без воды. Офис Зеленского уже в открытую говорит, что веерные отключения – это ближайшее будущее для Украины, которая сейчас подконтрольна странам НАТО. И сейчас мы видим, что эта история, она будет увеличиваться, потому что мы видим, что градус конфликта, он не думает каким-то образом там снижаться. Наоборот, мы видим все предпосылки к развитию более серьезного оборота этого конфликта. И, конечно, удары по критической инфраструктуре, они усилятся.
Также у Зеленского призывают украинцев уже срочно начинать экономить электроэнергию и вообще выключать все, что связано с электричеством с 5 вечера до 22:00. И это, конечно же, только начало. Единственное, что вызывает тут вопросы, то я полагаю, что сразу после теракта на Крымском мосту можно было уже офису президента обратиться к украинцам и сказать о том, что извините, дорогие, скоро у нас пропадет свет. Делалось это осознанно, четко, понятно и так далее. Только здесь вот есть такой небольшой нюанс. У Зеленского и у прочего вот этого окружения то свет, конечно же, будет, потому что у них есть резервные генераторы и так далее. Им плевать. А вот, конечно, у большинства украинцев тут будет совсем другая история. И если в день будет свет хотя бы часов 5-6, то это, можно сказать, уже прогресс. И поэтому, когда нормальные, адекватные люди видели новости за взрывы на Крымском мосту, то тогда, конечно, уже все понимали, что последствия будут. И они будут очень и очень серьезные. Причем для всей территории, которую контролируют НАТО и Зеленский. Но есть все-таки и неадекватные люди в Украине, к сожалению, их тоже достаточно много. И поэтому вот уже там были различные фотографии, различные комментарии заграничным СМИ и так далее. О том, что радуются, оказывается, люди вот подобным терактам, подрывам мостов и прочее. И сейчас, получается, те киевляне, которые вот ходили и рассказывали о том, что они счастливы подрыву моста, то сейчас непонятно, где они и что бы сейчас сказали. География сегодняшних ракетных обстрелов выглядит примерно вот так. Здесь на карте четко видно, какие объекты критической инфраструктуры подверглись серьезным ударам. Друзья, ко мне приходит очень много видео от моих подписчиков, и, конечно, здесь на YouTube я не могу опубликовать все это, потому что здесь есть масса ограничений, а вот в Телеграме их нет. Поэтому все самое интересное я публикую у себя в Телеграм-канале. Если вам интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь, ссылка в описании и первым комментарием под видео. Также напоминаю, мой Телеграм-канал выглядит вот так, сейчас много клонов делают, и важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. Особо стоит отметить, что ситуация в Кривом Роге, она действительно сейчас очень и очень тяжелая в плане даже рабочих мест, потому что там, как известно, самое крупное предприятие, это Криворожсталь, оно обеспечивало работой около 25 тысяч человек. И сейчас мы видим, что с учетом ударов по критической инфраструктуре также в районе Кривого Рога, там банально теперь все это предприятие нужно будет точно останавливать, потому что электроэнергии для его работоспособности уже банально не хватает. И здесь уже стоит отметить, что все вот эти британские и индийские владельцы вот этого предприятия, то у них будут серьезные проблемы, потому что по факту в ближайшие полгода запустить, скорее всего, завод просто не получится. Уверен, многие зададут вопросы, а почему же это предприятие здоровенное еще с советских времен продолжает функционировать, и аж 25 тысяч рабочих мест примерно было. То здесь на самом деле ответ простой, потому что на этом заводе Криворожсталь, там делаются очень серьезные сорты металла, которые используются в французской атомной энергетике, в других секторах экономики Соединенных Штатов, Евросоюза и так далее. Именно поэтому этот завод еще во времена Ющенко-Тимошенко отжали у государства и переписали на британских и индийских хозяев. Но эти черти каким-то образом в любом случае выживут. А вот главный удар здесь, конечно же, по жителям Кривого Рога, которые получали зарплату на предприятиях, которые еще до этого времени более или менее хоть как-то работали. А сейчас с учетом дефицита электроэнергии, то там работы просто не будет от слова совсем. И это объективная реальность. И если вы думаете, что Зеленский будет беспокоиться о рабочих местах, о благосостоянии украинского народа, то здесь вы заблуждаетесь, потому что он уже созвонился с Макроном, Шольцем, и, конечно, они сегодня на экстренном саммите Большой Семерки будут обмениваться своей глубокой озабоченностью по кругу, конечно же. Причем с точки зрения банальной логики получается интересная картина. Зеленский с помощью своих западных кураторов и спецслужб организовывает теракт на Крымском мосту, а потом, когда получает в ответ ракетный удар по критической инфраструктуре, звонит срочно Макрону, Шольцу, Байдену и требует оружия и кричит о терроризме. Вот такая вот у нас параллельная реальность. Интересно также, что без электричества остались как минимум 2 погранпункта на украино-польской границе. И таким образом там очередя, они, конечно же, увеличатся. Они и до этого были сумасшедшие, когда они работали, эти пропускные пункты, а сейчас там будет просто коллапс.
Также интересная информация приходит с молдово-украинской границы, потому что там уже, оказывается, Мининфраструктура объявила о том, что там целых 4 вот этих перехода закрываются в связи с вот этими ударами по электростанциям. И здесь, если брать чисто банальную логику, то, скорее всего, это идет банальная подготовка к провокациям в Приднестровье. Как известно, западные страны очень активно сейчас хотят на территории Молдовы также развязать бойню, чтобы там тоже шли боевые действия, потому что сейчас там российская группировка войск, она отрезана. С одной стороны Молдова, Румыния и так далее, с другой стороны Украина. И там, естественно, могут проходить очень серьезные боевые действия. И пока российская армия и союзные силы не пробьют сухопутный коридор к Приднестровью, то там ситуация для российских войск будет очень и очень критичной. Скорее всего, именно поэтому через территорию Молдовы сегодня проследовали ракеты «Калибр» на Западную Украину, потому что могли ракеты «Калибр» там очень четко запрограммировать, чтобы летели не только по территории Украины или там по территории Приднестровья, например. Но тем не менее мы видим, что именно принципиально через Молдову просто ракеты прошли, дабы показать политическому руководству Молдовы, что если они пойдут на различные обострения, боевые действия и так далее, если все-таки политическое руководство Молдовы с Майей Санду будет втягивать молдавский народ в бойню, то, конечно, по ним прилетят буквально в тот же день ракеты. Тем более Медведев уже сегодня в открытую сказал, что подобная вот ракетная атака — это лишь только первый этап, первый звоночек, а будет еще. Также стоит отметить, что подобная ракетная атака на критическую инфраструктуру Зеленского, она была успешная даже с точки зрения коммерческой выгоды для Российской Федерации, потому что, как оказалось, после сегодняшней атаки на бирже резко подскочила цена продовольствия, зерна и так далее аж на 5%. А как известно, Россия — это главный поставщик на международный рынок как раз зерна и продовольствия. Так что благодаря рыночной экономике Российская Федерация сегодня еще и хорошенько дополнительно заработала. И, конечно, все эти деньги пойдут туда, куда надо. А тем временем, несмотря на то, что натовские войска стараются наступать, мы уже видим, что на Донбассе уже идет серьезная контратака по нескольким направлениям. Также мы видим уже контратаки в район Купянска. Сейчас там идут очень тяжелые, серьезные бои, и мы видим в интернете все больше и больше фотографий уничтоженной натовской техники. Также приходит информация по ракетному обстрелу города Запорожье буквально недавно, потому что там прилетело очень много различных ракет, и очень серьезно были повреждены дома. Вот на этих фотографиях это хорошо видно. По информации от местных жителей, там не было различных украинских военных и так далее. И поэтому этот ракетный обстрел вызывает больше вопросов. И когда я начал разбираться в этом вопросе, то, как оказалось, получается, что население города Запорожья и Зеленский, и НАТО воспринимают как нелояльное население и пророссийски настроенное. И когда я начал разбираться, то с двух сторон мне подтвердили, что сейчас используется такая тактика, когда берут, специально ловят человека, который условно передает российской стороне координаты целей, и через этого человека, естественно, под угрозами там пыток, насилия и так далее, они, естественно, дают координаты цели заведомо ложные. И тогда мы видим вот такие вот прилеты. И получается, вся эта игра имеет смысл именно с точки зрения того, чтобы озлобить население города Запорожья по отношению к российской армии. Несложно догадаться, что западным странам и Зеленскому, и украинским спецслужбам сейчас очень выгодно, когда российские ракеты попадают в жилые дома, там, где не живут украинские военные. Или там западные наемники и так далее, которых сейчас очень массово используют в Украине. А очень выгодно, когда именно погибают мирные жители. И для этих целей, просто когда спецслужбам получается ловить координатора, который определяет цели военных объектов, то через этого координатора просто сливают не те координаты, и ракеты летят уже непосредственно не по военным объектам, а именно по объектам жилым. Когда мы начали разбираться с вот этим обстрелом города Запорожье, то здесь я убедился в том, что на войне действует действительно одна логика. В первую очередь смотреть, кому выгодно, ну и дальше уже анализировать информацию и инсайды с разных сторон.
Также интересные заявления слышатся с Беларуси, потому что там уже Лукашенко напрямую обвинил и Зеленского, и натовские страны в подготовке наступательной операции на территорию Беларуси. И это, конечно же, можно воспринимать с недоверием, но тем не менее мы видим, что уже на официальном уровне уже белорусское государство вручило украинской стороне ноту протеста по этому поводу по дипломатическим каналам. Мы видим, что западные страны не могут с помощью цветных революций скинуть Лукашенко. Они уже подготовили Тихановскую, там правительство какое-то в изгнании и так далее. Боевиков тренируют, якобы белорусов на территории Украины в каких-то там полках. Но тем не менее у них нету банально возможности пока это реализовать. И здесь мы видим, что по сути уже натовские страны готовят военную группировку для реально силового захвата власти в Беларуси с путем вот такой вот атаки. Но тем временем в Эстонии у премьер-министра горе, потому что можно сказать, что уже антироссийские санкции закончились, и уже политики даже в Эстонии не знают, какие еще можно вводить санкции. На этом фоне особо забавно выглядит новость о том, что Германия просит США и Норвегию снизить цену на газ и проявить, знаете, вот эту европейскую солидарность. Хотя уже, в принципе, на вот такие вот мольбы и просьбы Германии уже с американской стороны ответили, даже и с норвежской, что эра дешевого газа закончилась. Дальше будет только дорого и очень дорого. Выводы делайте сами, ну и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там всегда для вас гораздо больше объективной и интересной информации, нежели здесь на ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. До скорого!